тех пор, как я узнала о его смерти, Мурата, я все время веду с ним внутренний диалог. Все время с ним разговариваю. И у меня через каждое слово «дорогой, дорогой Мурат, дорогой». И постоянно неприходящее чувство вины. Как это бывает всегда, когда человек уходит. Особенно рано, особенно когда это твой человек близкий, с кем ты общаешься, кто тебе очень много дал, как Мурат. Он делился именно вот своими впечатлениями от прослушивания, от прослушанного, от увиденного. Вот это очень важно, это то, чего не хватает нам сейчас. И когда вот наши, нечастые, надо прямо сказать, нечастые такие встречи, они всегда меня обогащали, потому что это, наверное, один из немногих людей, еще есть такой Тамир Салбиев, историк, вот с кем мы говорили об искусстве, о новых фильмах, разбирали это все, об опере, о музыке. Ведь это очень важно, это очень важно. И вот, к сожалению, вот этот вакуум больше духовный, вот уже никто, наверное, не восполнит для меня лично. У меня остался чистый, светлый, очень добрый образ его. И поэтому я говорю, мне вот как будто по-живому мне ударили, вот как будто я истекаю сейчас кровью, потому что ни одну секунду, ни одну минуту, ни одной минуты нет того, чтобы я о нем не думала, чтобы я с ним не говорила. И у меня, я же говорю, чувство все время, что что-то не досказала, что-то не доделала. Потом вот он один вот умер. Это ужасно, понимаете, никого рядом с ним не было. И вот это очень больно, очень. Вот то, что он был в эти страшные минуты один, это просто вот неприходящая боль. И, конечно, мы потеряли очень много, очень много. Лично я потеряла очень много. Царство ему небесное, пусть земля ему будет пухом, и занат и бадат.